Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. В сегодняшнем выпуске нашей передачи продолжается прогулка по древнему городу Каффа, как называлась в средние века нынешняя Феодосия. Основанный в 13 столетии итальянскими купцами на краю крымских степей, этот город стал для Крыма настоящим окном в Европу. Когда могущественная Златоордынская империя пришла в упадок, Крым откололся от нее и в 15 веке стал независимым ханством. В отличие от Орды, он, напротив, вступал в эпоху расцвета, и одной из причин этому было выгодное сотрудничество первых крымских ханов с генуэзской Каффой. Ведь строительство нового государства всегда требует больших средств, а близость к богатым рынкам Каффы всегда приносила крымским правителям немалый доход от пошлин с торговли генуэзцев. Между тем, на южных берегах Черного моря вырастала новая империя – Османское государство. Султан Мехмед II стремительно расширял границы своих владений. В 1453 году он завоевал Константинополь, а на следующий год его суда подошли и к Каффе. Османы уже приготовились штурмовать город, но тут навстречу им из степей вышел крымский хан Хаджи Герай с 6000-ным войском. Он встретился с командиром турецкой эскадры. Неизвестно, о чем именно они переговаривались, но на следующий день суда снялись с якорей и ушли в море. Получив в дар от Каффы свыше 120 килограммов серебра, Хаджи Герай тоже повернул домой. Каффинцы были немало встревожены перемещениями его большого войска под своими стенами, но с другой стороны понятно, что хан не желал лишаться такого щедрого источника доходов, каким был генуэзский рынок Каффы, и не хотел уступать его любому другому правителю, даже столь близкому соседу, как османский султан. Связи соседей не ограничивались торговлей. В Каффе нередко гостили родичи хана, всегда получая богатые дары и роскошный прием. Есть сведения и о том, что Хаджи Герай послал на учебу в Каффу своего сына Мингли Герая, где тот изучал иностранные языки, философию, математику, историю, юриспруденцию, медицину, литературу, музыку и поэзию. Неизвестно, насколько достоверен этот длинный список дисциплин, но в Каффе действительно существовало высшее светское учебное заведение, которое готовило магистров искусств. Доподлинно известно и то, что Мингли Герай владел генуэзским наречием, не был чужд поэзии, интересовался исторической литературой и всегда относился к крымским итальянцам как к своим лучшим друзьям. Генуя очень ценила свои добрые отношения с молодым ханом. «Повелеваем нашим властям в Каффе», – писало Мингли Гераю генуэзское правительство, «при надобности прибегнуть с полным доверием к вашей светлости, как к отцу и старшему своему, и быть неотменно послушными в исполнении всех ваших желаний». Ханское покровительство было жизненно важным для итальянцев, ведь султан Мехмед II не отказывался от своих планов по завоеванию Каффы. В
1469 году на Кафинском побережье вновь попытался высадиться турецкий морской десант. В ответ Менгли-Гирай направил в Стамбул учтивый, но твердый протест. «Ущерб, причиненный Кафе, это ущерб, причиненный мне», написал он в своем письме к султану. Османские галеры отступили, итальянцы были спасены, но Мехмед II по-прежнему не отказывался от своего плана и лишь дожидался удобного момента, чтобы воплотить его. Такой момент наступил через 6 лет, когда хан поссорился со своими вельможами и был свергнут ими с престола. Менгли укрылся в Кафе у генуэзцев, а в ханстве разгорелась борьба за власть. Здесь-то Мехмед II и дождался своего часа. Теперь, когда в Крыму установилось безвластие, султан получал полную свободу действий. 31 мая 1475 года морской горизонт у Кафы сплошь покрылся парусами. К городу от Стамбула приближался огромный флот почти в 500 кораблей под командованием визиря Гедик Ахмед-паши. Высадившись на берег, паша окружил Кафинскую крепость пушками и начал обстрел. Итальянцы приготовились к обороне, но проживавшие в Кафе армяне и греки, которые составляли большинство населения города, потребовали, чтобы генуэзцы сдали Кафу туркам без боя. Горожане боялись, что в случае сопротивления Гедик Ахмед, ворвавшись в крепость, истребит их всех до единого. Итальянских солдат было слишком мало, чтобы спорить с многотысячной перепуганной толпой, и консул был вынужден открыть городские ворота перед османским войском. Как и рассчитывали греки с армянами, Гедик Ахмед-паша не стал устраивать над ними массовых расправ. Пострадали лишь генуэзцы, часть которых была истреблена, а часть переправлена на кораблях в Стамбул. Вместе с ними в османскую столицу был доставлен и пленник особой важности – Менгли-Гирай. Сверженный хан был схвачен у стен Кафы, когда с горсткой своих приверженцев вышел навстречу паше и пытался протестовать против вторжения. Менгли-Гирай провел в почетном плену 3 года. Крымская знать, раскаявшись в своем бунте против хана, умоляла султана, чтобы тот вернул Менгли-Гирая назад, ибо без него страна погрузилась в полную анархию. Султан прислушался к этим просьбам, и Менгли-Гирай вернулся на родину. В обмен на возвращение к власти ему пришлось признать верховенство турецкого султана и согласиться с тем, что бывшие владения Генуи в Крыму будут принадлежать не ханству, а османам. Так генуэзская Кафа стала османским Кефе. За исключением смены флагов и выселения итальянцев, больших перемен в облике города не произошло. На башнях крепости по-прежнему красовались старые плиты с латинскими крестами и золотоордынскими тангами, а одни из крепостных ворот еще несколько сотен лет носили название Атлы-Капы, то есть ворота всадника, потому что были украшены мраморным рельефом святого Георгия, покровителя Генуи. Турецкую администрацию в Кефе поначалу возглавляли сыновья и внуки султана. Они очень уважали Менгли-Гирая, и у хана сложились прекрасные отношения с ними. С Кефе была связана биография 2 знаменитых в будущем османских правителей – Селима I Грозного и Сулеймана I Великолепного. Селим почтительно называл Менгли-Гирая отцом и женился на ханской дочери, а Сулейман надолго оставил о себе память в городе примечательной постройкой. Это была большая мечеть с 2 минаретами и 5 куполами. Она стояла возле городского рынка Кефе, там, где сегодня расположен городской феодосийский парк «Морской сад». Возведенная на руинах старого храма, мечеть стала самой большой культовой постройкой в городе. В разные времена ее называли по-разному, то в честь Сулеймана, то в честь его отца Селима, то просто Кибирджами, то есть Великая мечеть. Это здание просуществовало до 1831 года, когда его, без всякой видимой причины и вопреки возражениям ценителей старины, до основания снес царский градоначальник Феодосии.
На месте разрушенной мечети Сулеймана впоследствии выстроили русский собор Александра Невского, но и он простоял здесь недолго. В 1933 году, почти ровно век спустя после сноса мечети, собор был снесен коммунистами. Не увидим мы сегодня в Морском саду и турецких бань, что примыкали к султанской мечети. Их тоже сравняли с землей в XIX веке, и напоминание о них остается лишь в старых зарисовках да в кратком описании банных процедур, что проходили внутри этих помещений. Если бы эти бани не были разрушены, они могли бы стать очень ценной достопримечательностью города. Ведь сооружены они были выдающимся османским архитектором Ходжа Синаном, который, к слову, мог иметь отношение и к сооружению султанской мечети. Постройки этого мастера очень редки в Крыму, и до наших дней дошла лишь одна из них – ханская мечеть в Гюзлеве, Евпатории. Мечетей в османском Кефе было построено множество. Часть из них была оборудована в католических церквах, опустевших после выселения генуэзцев, а часть была возведена вновь. Их общее количество оценивали от 60 до 70, и это не выглядит преувеличением, если знать, что, например, армянских храмов в городе было от 30 до 45, а греческих – более дюжины. Из всего множества кефинских мечетей до наших дней дошла лишь одна – Муфти Джами. Как следовало из надписи, которая в прошлом размещалась над ее входом, эта мечеть была сооружена в 1623 году на пожертвование муфтия, то есть высшего духовного лица среди крымских мусульман, который имел свою резиденцию здесь, в Кефе. Кефинские муфтии наблюдали за соблюдением правосудия как в османской части полуострова, так и на территории Крымского ханства. Авторитет этих лиц был очень велик, и бывало порой, что крымские ханы обращались к ним с просьбой рассудить зашедший в тупик юридический спор при Крымском дворе. В российский период в здании мечети был устроен армяно-католический храм, а при советах постройка была закрыта для любых верующих. К счастью, в отличие от многих других построек, эта мечеть не была разрушена, и в настоящее время она возвращена мусульманам. Кефе был крупнейшим городом Крымского полуострова, вторым по величине после Стамбула на всем Черном море. Его население еще в генуэзские времена достигло 30 тысяч и при османах оставалось не менее многочисленным. Знакомясь с описаниями города 17-18 столетий, встречаешь упоминания о множестве караван-сараев, бань, текие, дворцов знати, о роскошных резиденциях султанских наместников Кефе и многих других строениях. К нашему времени это все бесследно исчезло, и единственный памятник, уцелевший в современной Феодосии от османской эпохи в первозданном виде, это мечеть Муфти Джами. О Кефе тем или иным образом были наслышаны все жители Османской империи. Например, каждый турок знал о знаменитом кефель-алеси, то есть кефинском тюльпане, что был завезен в Стамбул с крымских берегов, вошел в моду у султанов и стал символом самой Турции. В сотнях бань по всей империи пенился кефинский кил, то есть голубая глина или природное мыло, тоннами вывозившееся из Кефе в османскую столицу. Но имя Кефе звучало не только на базарах. Любой образованный человек в Турции мог перечислить не менее 1,5 десятков прославленных поэтов, мудрецов, суфийских шейхов и прочих ученых мужей, носивших прозвание кефеви, то есть уроженцев этого города. Османское правление в Кефе формально закончилось в 1774 году, когда по условиям Кучук-Кайнарджийского договора между Россией и Турцией все бывшие турецкие владения в Крыму передавались под власть Крымского ханства. Получив власть над Кефе, хан Шахин-Герай решил перенести сюда из Бахчисарая столицу крымской державы. Он даже начал строить здесь новый ханский дворец. Однако город достался в руки хана уже далеко не столь роскошным и многолюдным, каким он был прежде. К
К тому моменту, как Шахин-Герай при поддержке российской императрицы занял свой трон, Крым был охвачен событиями русско-турецкой войны, и в Кефе уже 6 лет как стояли российские войска, из-за чего множество жителей к тому времени покинули город. Вдобавок к этому, в 1778 году генерал Суворов переселил в Приазовье все 7000 остававшихся в городе христиан, греков и армян. А когда в Крыму вспыхнул мятеж против хана, царские войска организовали карательную экспедицию, придав Кефе огню и истребив, либо разогнав последних его жителей. Поэтому к моменту отречения Шахина от престола и окончательного установления российской власти Кефе был почти пуст. Путешественники конца XVIII века Зуев, Ром, Паллас, Сумароков описывают город как груду развалин и пустых домов, среди которых едва насчитывалось хотя бы 1000 обитателей. Словом, подобно тому, как генуэзский город Кафа был выстроен на развалинах древнегреческой Феодосии, так уже русская Феодосия выросла на пепелище османского Кефе. Круг истории замкнулся. Город так никогда больше уже и не стал ни международным торговым центром, ни черноморским мегаполисом, вторым после Стамбула. Но о его былом значении напоминают уцелевшие памятники, молчаливые свидетели встречи, взаимодействия и столкновений разных цивилизаций, что устремлялись на эти берега со всех 4 сторон света.